Вы смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске «Убил, утопил, застрелил». Верховный суд республики направлено уголовное дело по двойному убийству. Устала ухаживать. В Жиганске взята под стражу подозреваемая в убийстве матери. Апелляционной жалобе отказать. Верховным судом республики рассмотрен материал в интересах обвиняемого Уарова. Незаконная организация и проведение азартных игр. Известный предприниматель подозревается в организации преступного сообщества. Мать детоубийца. Какое решение вынесено городским судом? Браслет с 11 бриллиантами. Совершено дерзкое ограбление в торговом центре Якутска. В колониях тоже учатся. Осужденным вручены аттестаты об общем среднем образовании. А теперь обо всем подробнее. 32-летний мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление, краже и незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия. В ходе предварительного следствия установлено, что в конце сентября 2017 года обвиняемый со своим знакомым отправился на охоту в местность Буркан, расположенную на территории Оленёкского района. 8 октября минувшего года между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый застрелил приятеля из охотничьего карабина, произведя выстрел в спину потерпевшего. В дальнейшем с целью скрыть следы совершенного преступления обвиняемый утопил тело в близлежащем водоеме. Как установлено следствием, после совершения преступления обвиняемый похитил имущество потерпевшего на сумму более 70 тысяч рублей, а также незаконно хранил оружие, принадлежащее погибшему мужчине. В последующем обвиняемый направился в село Соскылах Анабарского района и рассказал супруге убитого им гражданина о том, что тот остался в тундре на месте стоянки. Однако женщина попросила обвиняемого вместе с другим мужчиной отправиться обратно за ее супругом. По пути следования мужчины остановились для отдыха в охотничьей избушке, где распивали спиртные напитки. Утром обвиняемый целью сокрытия совершенного им ранее преступления, желая воспрепятствовать обнаружению тела мужчины, решил совершить второе убийство. Во исполнении задуманного он из нарезного охотничьего карабина выстрелил в спину и голову потерпевшего, стоящего к нему спиной возле снегохода. Целью скрыть следы совершенного преступления он оттащил тело и накрыл его тентом возле избушки. Некоторые вещи первого убитого мужчины обвиняемый привез домой и положил под подушку. Так как он проживал в доме владельца вещей, супруга потерпевшего случайно их обнаружила и сообщила об этом в правоохранительные органы. С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести преступления, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в Верховный суд Республики Саха-Якутия для рассмотрения по существу. 39-летняя жительница села Жиганск взята под стражу по обвинению в убийстве своей матери. По данным следствия, 15 июня текущего года женщина на почве личных неприязненных отношений нанесла несколько ударов керамической кружкой по голове своей матери. Затем она пошла в кухню за ножом, вернулась в комнату и нанесла 3 удара ножом по шее матери, тем самым убила ее на месте. По сообщению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике, обвиняемая пояснила, что мать не могла передвигаться самостоятельно после перенесенного инсульта, и она устала ухаживать за матерью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Свою вину в совершенном преступлении женщина признала. 26 июня текущего года Верховным судом республики рассмотрен материал по апелляционным жалобам в интересах обвиняемого Александра Уарова на постановление Якутского городского суда от 7 мая текущего года, которым наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Уарова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Как нам сообщила пресс-служба Верховного суда республики, изучив материалы дела, обсудив доводы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отмене решения суда первой инстанции в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона и принятие нового решения, которым в удовлетворении апелляционных жалоб отказано и наложен арест на имущество обвиняемого Уарова за исключением квартиры, в которой он проживает со своей семьей и на которую не может быть обращено взыскание. Напомним, что в отношении обвиняемых депутатов Александра Уарова и Дмитрия Савина судом избрана мера пресечения домашний арест до 25 сентября текущего года.
Следственным отделом по городу Якутску Следственного управления Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего известного предпринимателя Юрия Кошелева. Он подозревается в организации преступного сообщества. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении 5 сообщников подозреваемого по факту участия в преступном сообществе. По данным следствия, 44-летний местный житель в январе 2016 года в целях регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны в составе организованной группы. Для организации и проведения азартных игр мужчина использовал игровое оборудование в виде игровых автоматов, а также игровое оборудование, выдаваемое за небиржевые терминалы. При этом организатор вовлек в преступное сообщество лиц, которые непосредственно занимались организацией и проведением азартных игр, а в последующем стал осуществлять общее руководство структурными подразделениями и участниками преступного сообщества. С января 2016 по 17 июня 2018 года до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Управления ФСБ России по республике участники преступного сообщества и его руководитель организовали азартные игры в нежилых помещениях города на улицах Рыдзинского, Аюнского, Кальвица, Пояркова, а также на проспекте Ленина. Организатор преступления по ходатайству следствия взят под стражу, как и 2 из наиболее активных участников преступного сообщества. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В предыдущих выпусках мы сообщали об этом страшном убийстве, которое произошло весной этого года в городе Якутске. 38-летняя мать до смерти забила свою 9-летнюю дочь металлическими плоскогубцами, после чего положила ее тело под металлический гараж. Далее этими же плоскогубцами она нанесла множественные удары малолетней подруге своей дочери. В начале июня Следственное управление Следственного комитета России по Якутии направило данное уголовное дело в Якутский городской суд для применения в отношении обвиняемой принудительной меры медицинского характера. Якутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктами В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении убийства своей малолетней дочери. Пунктами В, З части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетней подруги своей дочери с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ввиду наличия обвиняемой хронического психического расстройства судом в отношении нее применены принудительные меры медицинского характера. Постановление Якутского городского суда не вступило в законную силу. Дерзкое ограбление совершено 25 июня текущего года вечером в самом центре Якутска при множестве свидетелей. Молодой человек пришел в ювелирный салон «Эгельге», расположенный в торгово-развлекательном комплексе «Туймада», и попросил показать ему золотой браслет с 11 бриллиантами. На записи видеокамеры наблюдения отчетливо видно, что злоумышленник оглядывается в сторону дверей, как бы рассчитывая расстояние для побега. Когда девушка-консультант начала демонстрировать ему браслет, он его даже не стал рассматривать, а, выхватив из рук, выбежал из помещения. Теперь его ищет полиция. Украденный браслет с бриллиантами стоил 460 тысяч рублей. В исправительных учреждениях и следственном изоляторе осужденным вручены аттестаты об общем среднем образовании и свидетельства о профессии рабочего. Об этом нам сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике. В текущем году завершили обучение по школьной программе 119 осужденных, по программе начальной профессиональной подготовки 934 осужденных. Профессии, которым были обучены осужденные, широко востребованы как в производственной деятельности исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда. Обучившись по программам профессиональной подготовки, осужденные получили одну из 19 специальностей, таких как мастер общестроительных работ, электросварщик, электромонтер, столер, слесарь, повар, швея и другие. Срок обучения по этим специальностям составил от 2 месяцев до 1 года. В сентябре текущего года состоится набор новых учебных групп. Многие из осужденных уже изъявили желание быть в них зачисленными, так как освоение новых рабочих специальностей способствует трудоустройству и социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.